финансовые службы так и будут работать с приказами, с бумагами, а не с людьми, как human resource, и не будут использовать талант-менеджмент, то и, как задавал вопрос господин Федоров, мотивации не будет. То есть мы должны менять более глубокую систему. Ну и поскольку я сказала, что мы в Казахстане с 2011 года работаем только магистратура, бакалавриат и докторантура, у нас вот докторантура по профилю, это Public Management, Public Administration, экономика и International Relations. Вот здесь просто схематично показано, что у нас в единой рамке компетенций для государственных служащих есть 4 уровня. Соответственно, наши программы также распределены по уровням, что дает определенный набор требований для поступления на ту или иную программу. Ну, вот, допустим, MPP это, скажем так, для Junior Civil Servants, MPA это для Mid-Career, MPM это для Senior Level и так далее. Соответственно, у нас Learning Outcomes тоже выстроены в этой иерархии. Система приема на обучение, ну да, у нас система приема уже такая, как должна быть, без обязательного знания английского языка и прохождения тестов APTIS, IELTS, TOEFL мы не принимаем вообще на обучение. И такие же требования, хочу сказать, у нас есть к преподавательскому составу. Сложно было, но тем не менее это нужно делать, потому что Research Ethic и Research Methods, они должны были international такой level, и им надо читать. Конечно же, наши аппликанты пишут эссе, оно оценивается, интервью с решением кейсов. Ну и мы второй год принимаем при поступлении в качестве, ну скажем, будущей темы магистерского проекта или докторской диссертации конкретную тему от госоргана, чтобы быть не просто практикоориентированными, а уже результатоориентированными. Потому что по завершении обучения они должны вернуться и решить какую-то проблему. А завершат они обучение через год, через два, через три. И пусть подумают на будущее наши уважаемые руководители госорганов, прежде чем направлять на дорогостоящее обучение к нам в Академию своих государственных служащих. Конкретно по интернационализации программы хочу сказать, что она у нас реализуется через internship, через зарубежный компонент. У нас есть foreign компонент обязательный. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, европейские страны, Соединенные Штаты Америки. Конечно, это то же самое, что и должно быть априори в зарубежном компоненте. Мы реализуем Academic Mobility. Это один семестр, который наши магистранты по программам MPM и MPA обучаются в Syracuse Maxwell School. Это 15 недель полных, где они также регистрируются на программы и получают те кредиты, которые у нас делаются перезачет. И что немаловажно, когда мы делаем admission, наши коллеги из Maxwell School, они участвуют в admission. Они приезжают и проводят интервью. Поэтому они уверены в качестве отбора и в качестве curriculum, и, соответственно, могут доверять нашим программам, и мы друг другу доверяя. В этом году уже запустили двудипломную joint программу, когда наши магистранты на второй год по программе MPA уже едут и обучаются 1 год там. Они берут модули с осени и весной завершают это обучение. Соответственно, вот принципы, которые есть, вы поймете, это и сопоставимость, и синхронизация образовательных программ, это общие обязательства, это цель. Вот сегодня много говорили mission, конечно, миссия программы, которая обуславливает ее цель, это учебный план, сама организация программы. Здесь очень важно не просто перестроить бизнес-процессы, но построить их на основе, тот же самый shared governance, потому что наш, скажем, такой принцип Academic Freedom, он должен быть полностью реализован, голос каждого должен быть услышан. То есть это тот стандартный набор вещей, который определяет деятельность хороших университетов. Ну и, конечно же, перезачет периодов обучения и кредитов. Мы в Казахстане, как я уже сказала, с 2011 года полностью перешли на кредитную систему. Соответственно, ECTS, это European System of трансферных кредитов, она тоже у нас работает. И как делается отбор на двудипломную программу, конечно, наши коллеги из Maxwell Syracuse, они участвуют в отборе, и вот сейчас как раз наши магистранты находятся в том вузе, в той школе. Очень важно сказать буквально несколько предложений по цифровизации. У нас в стране реализуется программа «Цифровой Казахстан», и Академия является одним из 120 проектов.
Соответственно, мы внедряем новые образовательные программы, я уже сказала про Digital Master of Public Administration. Конечно, мы делаем цифровой трекинг работников и обучающихся. Очень важно сформировать цифровое мышление, потому что IT-компетенции, они приобретаются, но как ими дальше пользоваться, должна быть the bigger picture, это должно быть цифровое мышление. Ну и, конечно же, мы очень активно используем мультимедиа, 3D, очки дополненной виртуальной реальности. У нас, это все предусмотрено в ходе реализации Digital Government, Digital Academy. Нас очень сильно поддерживает и правительство, и администрация президента, выделяется бюджет. Ну и мы становимся paper-free, потому что одна из наших ценностей Академии, помимо добропорядочности, профессионализма, инновационности, открытости, это любовь к окружающему миру. Но те системы, которые у нас есть, это Canvas, это Turnitin, я думаю, что это очень знакомые всем вещи. Ну и finally, we teach how to lead in a changing world. Ну и мы быть готовы и принимать глобальные вызовы. Это они должны обеспечивать инклюзивное развитие. И, конечно же, they should be ready to take in a leading role in decision making. Я думаю, что это общие такие принятые вещи, и мы им должны соответствовать. В целом, кратко все. Буду рада, если будут какие-то вопросы. И в очередной раз хочу сказать спасибо за приглашение. 10-й Гайдаровский форум проходит исключительно и беспрецедентно. Спасибо большое, Фатимай, за выступление и за добрые слова. Уважаемые коллеги из соседних стран, наших партнеров, друзья из СНГ, у кого есть желание выступить, я